Я считаю, что это отговорки. Те места, которые заняли, и именно нами было установлено, что сидели именно сотрудники службы национальной безопасности для того, чтобы занимать места и не пускать журналистов. И под давлением общественности они вынуждены были покинуть зал заседания. И в любом случае государство должно обеспечить такой зал, который помещался бы всех желающих. Например, дворец спорта. Вот такие резонансные политические дела, вот, например, по снайперам по 7 апреля, да, проводились в таких помещениях, которые могли бы допускать всех желающих. То есть, вот даже в 2009 году при режиме Бакиева такие политические дела рассматривались в клубах, где могли много людей как бы наблюдать. Да, вот столько людей, которые не могут попасть в судебный процесс. Нарушаются как и права Умира Чекешевича, так и права граждан, которые хотят от имени народа наблюдать. То есть они тоже наши граждане, налогоплательщики. Почему они не могут наблюдать за данным процессом? Например, Умирбек Чекешевич, он уверен в своей невиновности, и он это хочет доказать через общественность, чтобы общественное мнение, общественный контроль над этим процессом тоже был прозрачный, публичный и в соответствии с демократическими стандартами. А наоборот, следственные органы и суды хотят это делать закрытыми. И здесь есть все основания полагать, что все собранные доказательства против Умирбека Чекешевича либо сфабрикованные, либо неубедительные. Другого аргумента нет. А напротив, если было бы достаточно доказательств и улик, в первую очередь они должны были бы заинтересованы, чтобы процесс прошел публично и чтобы народ поверил следствию и суду. Но нет. Они делают все наоборот. И это все в комплексе дает основание нам утверждать в том, что здесь был политический мотив, и в том, что у следствия и у судов есть что скрывать. Поэтому другого аргумента у нас нет. Адвокаты ходатайствовали о 2-недельном сроке на ознакомление дела с материалами дела. То есть 7 томов, 2 суток. Насколько это реально? Закон должен, вот главный принцип закона и законности, это когда закон, он должен действовать ко всем, применяться ко всем одинаково, а не избранно. Вот, например, по другим делам, по Кадырову, Куану, да, по Дастан Саргулову, следствие велось 2,5 года, суд проходил около 8 месяцев. А следствие Умирбека Чекешевича идет с космической скоростью, потому что есть президентские выборы, он один из реальных кандидатов на президентский пост. Поэтому, чтобы лишить его возможности баллотироваться в президенты, делает все, чтобы процесс закончить побыстрее. Поэтому не дают установленный законом срок для ознакомления дела. А для защиты главные права, гарантированные Конституцией и международным правом, каждый подследственный, подсудимый должен объективно ознакомиться с делом и выстроить свою тактику защиты. Потому что против него идет государство, государственная машина, и по справедливости каждому подсудимому тоже должно обеспечено все права для объективного и всестороннего полного обеспечения своих защиты, своих прав. Это норма международного права, которой мы являемся членами и брали на себя обязательства. Мы на весь мир заявляем, что мы демократическая страна, что мы уважаем и защищаем права граждан, что у нас есть справедливые суды, что идут. Вот недавно только президент говорил, что во всем мире такой судебной реформы нет, как у нас. Но на деле это все идет по-другому. Поэтому я считаю, что вот эти видеокамеры, которые установлены в судебных залах, они устроены, поставлены на деньги доноров, на деньги международных демократических институтов. Но цель была, чтобы через эти видеокамеры, через интернет, через доступные средства массовой информации народ наблюдал за судебными процессами. Но эти камеры сегодня стоят, но они служат только для наблюдения служб национальной безопасности. Кто в суде, кто для контроля судьи, так скажем, чтобы его контролировали с колокольной власти, да? Но не для этого же международные институты финансировали и техническое оснащение зала судов.